Бог говорит с вами сегодня, прямо сейчас. Каждая идея поражения должна быть отвергнута, и вы должны игнорировать голос, который говорит, что выхода нет, что вы не можете и не добьетесь успеха. Перестаньте думать, что это конец, потому что я привношу в вашу жизнь что-то инновационное и значимое. Я прокладываю новый путь через пустыню. Введу реки живой воды в сухую и засушливую страну. Вот что я делаю. Празднуйте даже в сложных обстоятельствах, ведь чем тяжелее испытание, тем ценнее результат. Очень важно, чтобы ты всегда помнил то, что обещало тебе мое слово. Я не позволю тебе пройти через испытания, которые ты не можешь вынести. В качестве альтернативы я дам вам возможность одержать победу над невзгодами, предоставив средства, с помощью которых вы сможете это сделать. Расслабься и успокойся, зная, что я здесь с тобой. Проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, скоро закончатся. Вы выйдете победителем, и я осыплю вас множеством благословений. Количество благ, которые вы получите, будет настолько велико, что вы не сможете сохранить их все. Станьте настоящим победителем, пройдя этот сценарий. Я хочу, чтобы вы помнили, что я вложил в вас свой дух, и этот дух приведет вас к истине, одновременно применяя к вам силу, любовь и самодисциплину. Используйте уже предоставленные вам ресурсы. Будьте спокойны, зная, что в будущем ничто и никто не сможет вас победить. Я хочу, чтобы вы, мой сын и моя дочь, подняли голову и сказали, что вы преодолели это испытание. Поднимите руки к небу в знак своих успехов и достижений, свидетельствуя о благословениях, которые вскоре будут дарованы вам. Ибо я приготовил для вас необыкновенные и неоценимые блага. Все, что я прошу вас, это идти рядом со мной и абсолютно верить в меня. После этого все, во что вы верите и о чем просите, будет вам дано, потому что через веру все становится возможным. Всегда помните, что жизнь полна глав, и трудный опыт, который вы сейчас переживаете, это не конец вашей истории. Скорее, это всего лишь шаг на пути к величию, которое вас ждет. Не расстраивайтесь из-за того, что вы сильнее, чем думаете. За каждой пролитой слезой скрывается бесконечная река надежды. У вас есть возможность определять ход своей жизни. Провозглашайте с непоколебимой верой, что тьма будет побеждена светом, что она заменит отчаяние и что победа будет за вами. Будьте смелы в своем подходе к будущему, потому что каждый день вашей жизни соткан из отдельных нитей цели и смысла. Никогда не забывайте, что я работаю в вашу пользу, мои дорогие сын и дочь. Я работаю на тебя. Подтвердив свое намерение довериться мне сегодня, вы сможете увидеть чудеса, происходящие вокруг вас. Все ваши надежды и желания сбудутся, и вам удастся их достичь. Помните, что вы являетесь частью божественного плана, который намного больше, чем вы сейчас можете себе представить. Следовательно, двигайтесь вперед с чувством благодарности и решимости в своем сердце. Моя любовь к тебе безгранична, и ты живое напоминание об этом. Благословений, которые вас ждут, гораздо больше, чем все, что вы можете понять. Сохраняйте веру и надежду в своем сердце, потому что история, которую вы рассказываете, еще не окончена. Мой сын, пожалуйста, продолжай, и моя дочь, пожалуйста, продолжай. Продолжайте идти к своему триумфу и помните, что если вы останетесь со мной, вы никогда не будете покинуты.
Спасибо. Сохраняйте надежду и не отказывайтесь от веры. Вас ждет путь, ведущий к благодати, благосклонности и благословению. Существует большое беспокойство по поводу будущего. Я знаю, что жизнь для тебя была непростой и что ты каждый день сталкиваешься с проблемами. Вы можете испытывать чувство изнеможения и усталости, и ваша надежда может угаснуть внутри вас. Однако вы должны знать, что вы не одиноки. Я не позволю ничему негативному прийти вам в голову, поскольку я забочусь о вас. Всегда и навсегда я буду твоей опорой и утешением, твоим приютом и убежищем. Мое присутствие служит для тебя убежищем. Достаточно верить в меня, потому что вера в меня поможет вам преодолеть свои тревоги и успокоить тревогу. Это освободит вас от бремени, которое вы несете, и позволит моей любви проникнуть в каждую часть вашего существа. Отбросьте любую неопределенность, которая может заставить вас усомниться в истинности моего утверждения. Полностью верь в меня. Научись отдавать все мне. Доверьтесь мне всем своим сердцем, и вас не тронут нужда или нужда, когда вы со мной. Я дам мир твоей душе и утешение твоей душе силой слова моего. Пожалуйста, дитя мое, верь в то, что я скажу тебе сегодня. Не будьте скептичны ни на секунду. Я помогу вам реализовать ваши цели и мечты. Твое финансовое положение улучшится, а отношения в семье будут процветать, потому что я твой отец и любил тебя с самого начала. Вы знаете, что я не из тех, кто легко дает обещания. Я искренне желаю, чтобы вы испытали счастье, позволив моей любви войти в ваше сердце. Когда ты делаешь это, ты показываешь, что ты открыт для получения моей благодати, и моя благосклонность всегда будет с тобой. Важно отметить, что мои обязательства тверды и честны, и я никогда не нарушаю своего слова. Поэтому не бойтесь завтрашнего дня. Поверьте мне, и вы увидите, как перед вами откроются двери, открывающие возможности, которые чудесным образом изменят вашу жизнь. Сейчас самое время поверить. Обязательно доверяйте каждой клеточке своего существа, включая голову, сердце и легкие. Отпустите те эмоции, которые вредны для вас и сбивают вас с пути. Отпустите заботы внешнего мира, которые мешают вам жить полной жизнью и мучают вас изнутри. Сейчас настало время ставить перед собой высокие цели и стремления и стремиться к звездам. Сейчас настало время освободиться от цепей, ограничивающих ваш потенциал, оставить позади тени прошлого и шагнуть в ясность настоящего. Это ваше драгоценное время. Важно помнить, что мечты, которые есть в вашем сердце, это то, что я посеял в вас. Позвольте мне взять на себя ваши заботы и освободить вас от бремени беспокойства. Я хочу предложить тебе возможность направиться к достижению твоих целей и реализации твоих стремлений, чтобы моя любовь пронизывала все твое тело. Пусть мое спокойствие заменит ваше замешательство и внесет ясность в ваш разум, освещая ваш путь. В этот момент пришло время полностью довериться мне. Время пришло. Примите надежду и живите без страха. Ты должен полностью подчиниться моей любви и руководству. Не позволяйте бремени прошлого сдерживать вас и не позволяйте заботам мира лишить вас настоящей радости. Пришло время освободиться от пут, ограничивающих ваши возможности.
Не бойтесь слов врага и не ослабляйтесь его обвинениями. Пусть мой свет рассеет все оставшиеся тени неуверенности и беспокойства в вашей жизни. Помните, мое величайшее желание – привести вас к судьбе, которую я всегда предназначал для вас, к пути, полному благодати, благосклонности и благословений. Все у вас получится, и вы сможете пережить необыкновенное настоящее и прекрасное будущее. Ты мое величайшее сокровище, созданное по моему образу и подобию. Ты стоишь в моей драгоценной крови, и я не позволю никому вырвать тебя из моих рук. С этого момента живите настоящим с энтузиазмом и предвкушением. Не бойтесь браться за новые задачи и не расстраивайтесь из-за различных трудностей. Помните, это ваш момент. Поэтому никогда не переставай верить в меня. Примите надежду и живите без страха. Вы увидите, как начинаете парить, расцветать и сиять, как уникальное и прекрасное сокровище, которым вы и являетесь. Продолжайте двигаться вперед. Сделайте глубокий вдох и продолжайте. Настойчиво ежедневно сосредотачивайтесь на моем слове и будьте стойкими в молитве. Не колебайтесь, но сохраняйте веру и доверие ко мне, чтобы вы могли достичь всего, чего хотите. Помните, ваши мысли – это мощные семена, поэтому сейте мудро, чтобы пожать богатые плоды. Мой дорогой сын или дочь, продолжай, потому что я рядом с тобой. Просто терпите и будьте мужественны, ибо я осыпаю вас щедрыми дарами и милостями. Помните, что моя благодать сопутствует вам, и моя благосклонность всегда с вами. Просто верьте, и ваши заботы превратятся в благословение, ваши печали в радость, а ваши слезы в счастье. Я обожаю тебя, мой милый ребенок. Я всегда забочусь о тебе, моя дочь. Не забывай, что даже в эти минуты я думаю о тебе. Пожалуйста, поверьте и доверьте все в моих руках. Я позабочусь о том, чтобы вы открыли во мне путь к процветанию и богатству, потому что я намерен дать вам сладкую жизнь, которую вы заслуживаете и которую я вам обещал. Получите это сегодня. Мужайтесь, ибо я буду работать в вас и не остановлюсь, пока не принесу процветание. Возможно, все развивалось не так, как вы думали, и сегодня на вас влияет все, через что вы проходите. Но я хочу тронуть своими словами твое сердце и убедить тебя, что ничто не в силах уничтожить тебя или украсть те блага, которые я приготовил для тебя. Действительно, времена сейчас трудные, но ничто не помешает мне продвигать вас и совершать в вас свою замечательную работу. Я знаю, что у тебя много планов и мечтаний, и каждый день ты стремишься к ним. Однако иногда вам может казаться, что ничего не происходит, что ни одна из ваших мечтаний не сбудется. Но позвольте мне заверить вас, у меня есть для вас чудесные и чудесные вещи, потому что я избрал вас прежде создания мира. Я создал тебя в чреве твоей матери и призвал тебя, ты, дитя мое, в котором мое благоволение. Так что не падайте духом. Продолжайте двигаться, выкладывайтесь на полную, и я привью вам волю к жизни и решимость продолжать борьбу. Ваша точка зрения изменится, и вы почувствуете себя обновленным и полным энергии. Любая эмоция потери будет поглощена моей силой. Ты поднимешься во имя мое и почувствуешь себя победителем, благословенным и любимым. Ваша жизнь станет живым свидетельством моей силы и славы. Ты будешь сиять, как свет во тьме,
направляя жизни бесчисленного множества людей, которые будут искать тебя, потому что они увидят в тебе сияние моей любви. Вы будете источником вдохновения для людей, которые желают жизни с избытком. Я буду осыпать тебя благословениями до тех пор, пока твоя душа не почувствует полное удовлетворение. Сегодня я здесь, чтобы призвать вас подняться. Отбросьте свои тревоги и ложь, которая держала вас в плену. Услышьте мою речь, пусть моя истина освободит вас от всякого обмана, распространяемого лукавым. Его ложь принесла только слезы и неуверенность, заставив почти отказаться от всего, ради чего ты так упорно трудилась. Но теперь пришло время встать и взять меня за руку. Со мной ты снова сможешь мечтать и стремиться к высоким целям. Ваши тревоги исчезнут, и вы достигнете всего, что намеревались сделать. Возьми меня за руку, детка, и я говорю тебе, все никогда не будет прежним. Не бойтесь. Ближе ко мне. Помните, я с вами и позабочусь о том, чтобы все прошло гладко и согласно моему плану на вашу жизнь. Я отведу тебя туда, где тебе нужно быть, в богатую землю, где моя любовь изобилует и моей милости более чем достаточно. Просто доверься мне и поверь словам, которые я тебе сейчас говорю. Я направлю ваши пути. Я поведу тебя на пышные и мягкие пастбища и покажу тебе путь к вратам благословения. Будьте бдительны, чтобы, когда дверь откроется и постучится возможность, вы были готовы принять хорошее. Благодаря этому все ваши надежды, цели и планы будут достигнуты. Так что верьте в меня, верьте моим словам и выполняйте свои обещания. Не расстраивайтесь, не теряйте надежды и не сдавайтесь, если не видите быстрых результатов. Возьми меня за руку и продолжай верить. Я с тобой день и ночь, молча пытаясь излить на тебя свои благословения. Помните, я никогда не терплю неудачу. Я никогда не прихожу слишком рано или слишком поздно. Я всегда действую в идеальное время, часто тогда, когда меньше всего этого ожидаешь. Не обращайте внимания на ложные слухи зла, которые говорят вам, что вы не сможете добиться успеха. Я осуждаю и высмеиваю его как труса. Доверьтесь мне, а не земным вещам. Помните, то, что предлагает мир, недолговечно и временно, а то, что я предлагаю, вечная истина. Поэтому, когда возникают препятствия и испытания, не пытайтесь их избежать. Встречайте их с верой и оптимизмом. Не воспринимайте проблемы как препятствия, а как возможность стать сильнее, мудрее и бесстрашнее. Помните, я создал вас по своему образу, чтобы вы были моим храбрым сыном или дочерью, способными победить все планы зла. Не беспокойтесь о том, что ждет нас в будущем. Доверьтесь мне и позвольте моей воле проявиться в вашей жизни. Я укреплю вас и дам вам смелость и понимание, необходимые для того, чтобы все были здоровы. Идите со мной, и я поведу вас путями мира, благодати и обильных благословений, следя за тем, чтобы все, что вы делаете, процветало. Пришло ваше время получить благословение. Я услышал тебя сверху, мое милое дитя. Слушайте внимательно мои слова и позвольте им глубоко проникнуть в вашу душу. Ваши усилия не напрасны. Препятствия и испытания, которые вы преодолели, показали вашу храбрость, веру и стойкость.
Сегодня я заявляю, что настал ваш момент, время пожинать то, что вы так страстно искали. Приготовьтесь получать существенные и замечательные подарки в своей жизни, поскольку наступил сезон вознаграждений за ваш труд и преданность своему делу. Это ваш момент, когда желания вашего сердца сбудутся, и вы станете свидетелем чудес, превосходящих ваши самые смелые ожидания. Вы готовы наблюдать за развитием впечатляющего урожая. Я понимаю, что дорога сюда была трудной, полной борьбы и лишений. Были времена, когда сомнения и страх одолевали тебя, но ты оставался верным моим обещаниям и неустанно работал над достижением своей мечты. Сегодня я несу вам послание оптимизма и уверенности. Те, кто верит в меня, не будут разочарованы, но увидят проявление моей любви и божественной силы, преобразовывающих их жизни в славное будущее. Не подвергайте сомнению благословения, которые приходят на ваш путь, потому что я всегда стремлюсь к вашему улучшению. Мое присутствие освещает твой путь. Я подарю вам новые возможности, которые расцветут на вашем пути к успеху и самореализации. Просто доверься мне. Двери, которые так долго казались закрытыми, откроются широко и принесут благословения, превосходящие ваши ожидания. Помните, победы, которые вы будете праздновать, это результат ваших молитв, веры и настойчивости, памятник вашему неукротимому духу и самоотверженности. Поэтому я призываю вас ценить мое слово. Пусть это даст вам силу преодолеть любую проблему. В нем вы найдете силу возвыситься и развить мудрость. Наблюдение за каждым вашим шагом приближает вас к вашей миссии. Помните, трудные времена – это возможность стать сильнее. Они превратят вас в маяк стабильности. Всегда понимайте, что тот, кто сеет со слезами, пожнет с радостью. Так что не стесняйтесь идти вперед. Продолжайте с решимостью и непоколебимой верой, ибо награды, которые вас ждут, превзойдут ваши мечты и принесут вам огромное удовлетворение. Будьте готовы к будущему, полному возможностей и благословений, где вы будете сиять, как утреннее солнце, и ваша жизнь будет вдохновлять всех вокруг вас. Теперь, когда вы знаете о грядущих благословениях, я призываю вас сохранять бдительность. Не сдавайтесь, когда дела идут плохо, и не теряйте веры, когда дела идут не так, как ожидалось. Продолжайте решительно, потому что именно в такие моменты вы должны активно проявлять свою веру и доверить все мне. При этом я буду решать ваши проблемы и удовлетворять ваши потребности, всегда действуя в ваших интересах. Помни, я тебя очень люблю, и твое доверие ко мне будет вознаграждено старицей. Я всегда с вами и стремлюсь к вашему благополучию. Ты можешь довериться мне в любой момент, даже когда не можешь понять, что происходит вокруг тебя. Помните, для тех, кто любит меня, все содействует ко благу. Возлюбленные, полностью доверьтесь мне, потому что благословения, улучшающие вашу жизнь, более невероятны, чем вы можете себе представить. Приготовьтесь, ибо вера, которую вы посеяли во имя мое, принесет обильные и великолепные плоды в этот победный момент. Сохраняйте свою веру живой, потому что это ключ к тому, чтобы продолжать пожинать плоды благословений. Не поддавайтесь невзгодам, вместо этого сражайся, будь храбрым и продолжай верить в меня. Тогда ты увидишь, как моя любовь и забота окружают тебя, предлагая тебе безопасность, мир и успех в твоей жизни. У тебя есть моя любовь.
Сегодня я благословляю вас и говорю, что вы процветающие, благословенные и победоносные. Поверьте мне. Я обещаю благословить вас и помочь делу ваших рук процветать. Дорогое мое дитя, сегодня я хочу, чтобы ты услышала эти слова с открытым и открытым сердцем. Слушайте внимательно, ибо эти слова просветят вашу душу и направят вашу жизнь. Знай, что я твой Бог и Небесный Отец, Создатель Вселенной и Хранитель твоей души. Моя любовь к тебе бесконечна, а моя преданность тебе вечна и истинна. В этот момент вашей жизни я хочу, чтобы вы знали, что вам не обязательно нести это тяжелое бремя в одиночку. Решение большого количества проблем и забот без посторонней помощи может утомить вас, что приведет к раздражению, стрессу и выгоранию. Поэтому я прошу вас оставить все в моих руках. Тебе не придется ничего от меня скрывать, потому что я понимаю твои самые глубокие мысли и твои самые искренние желания. Доверьтесь мне полностью, ибо я ваш Господь и Кормилец. Я забочусь о тебе, даже если ты этого не знаешь. Позвольте мне направлять вашу жизнь и дать вам мудрость управлять ресурсами, которые вам будут предоставлены. Почувствуйте мое желание благословить вас и процветать во всех сферах вашей жизни. Когда ты доверишься мне, мое прекрасное дитя, в твоей жизни откроются двери благословения, и из небесных окон изольются духовные богатства, которые наполнят твою душу радостью и счастьем. Поверьте мне, я благословлю ваши усилия, ваши цели и ваши мечты. Мое благословение будет с каждым шагом, даже несмотря на препятствия. Поверьте мне, и вы увидите, как я расширяюсь и прогрессирую во всех ваших достижениях. Моя цель – видеть, как вы развиваетесь и делаете вашу жизнь яркой. Не беспокойся о завтрашнем дне и не беспокойся о сегодняшнем дне, потому что со мной твое будущее в безопасности. Я предназначил тебе победу, а не поражение. Просто доверьтесь мне, и я направлю ваши пути. Помните, что истинное процветание и успех заключаются не только в материальных вещах. Не беспокойся о земном благе, вместо этого ищите моего царства и моей праведности. Храните мои слова и дорожите ими всем своим сердцем, ибо уверяю вас, что все, что вам нужно, будет вам обеспечено. Я исполню каждое желание твоего сердца. Я воплощу в жизнь все, что вы задумали и желали раньше, в награду за ваши усилия. Моя цель – благословить вас, чтобы вы могли стать каналом благословения для других, делясь тем, что вы получили по благодати, и всегда проявляя щедрость. Итак, мое дорогое дитя, приди в мои объятия и отдохни во мне. Я укреплю тебя. Я сделаю тебя мудрым и бесстрашным. Доверься мне во всем. Поверьте мне. Уверяю вас, что вас не одолеют трудные времена. Не падайте духом, когда увидите впереди проблемы, потому что это углубит вашу веру и напомнит вам, что вы полностью доверяете мне. Когда вы столкнетесь с проблемами, испытаниями или препятствиями, позвоните мне, и я отвечу. Я дам вам знания и рекомендации, которые помогут преодолеть любые трудности, открою двери, которые кажутся закрытыми, и приведу вас к возможностям, которые улучшат вашу жизнь так, как вы даже не могли себе представить. Еще раз прошу вас отдать мне все ваши финансы, ваши надежды и ваши цели. Посмотрите, как я благословляю ваш труд и все, что вы предпринимаете.
помните, что я истинный владелец всего, и мое обеспечение призвано благословить вас и процветать во всех сферах вашей жизни. Я позабочусь о том, чтобы у вас все было хорошо. Будет гармония в ваших семейных отношениях, здоровье и эмоциональное благополучие. Вы будете любить, и они будут любить вас. Я всегда буду с тобой и всегда буду напоминать тебе, что моя любовь к тебе полна и распространяется на каждый элемент твоей жизни. Доверься мне и позволь мне вести тебя, дорогое дитя. Я поведу тебя путями праведности и в землях изобилия. Я никогда не оставлю тебя, потому что ты моя самая драгоценная драгоценность, зеница моего ока. Не бойся неопределенности будущего, но знай, что у меня есть на тебя чудесные планы. Ходите со мной в вере и послушании, и вы увидите, как я изменю вашу жизнь и наполню ее чудесными благами. Я твой Бог, твой родитель и твой кормилец. Доверьтесь мне, и вы преуспеете в своем путешествии. Пусть эти слова коснутся вашего сердца и укрепят вашу веру. Станьте свидетелем моей любви, проявленной в благословениях, которые придут в вашу жизнь. Никогда не сомневайтесь во мне и моих словах. Верьте и храните их близко к сердцу. Всегда развивайте чувство благодарности за то, что у вас есть, и за то, что будет дальше. Благодарность откроет вам глаза на богатство, которое уже существует в вашей жизни, и поможет вам получить еще больше моих благословений. Продолжай, дитя мое, верь в мои обещания, работай усердно и разумно. Прежде всего, ты никогда не должен позволять обстоятельствам жизни сбивать тебя с моего пути. Не позволяйте отвлекающим факторам мира влиять на вас. Используйте свои сильные стороны и таланты, чтобы преуспеть в своей профессии и бизнесе. Проявляйте честность и доброту во всех своих начинаниях. Тогда вы увидите, как дело ваших рук расцветает, благословляет вас и растет во всех аспектах вашей жизни. Просто дай мне несколько минут своего времени. То, что я скажу, может изменить вашу жизнь. Часто вы можете оказаться перегружены своей жизнью. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы остановиться, отойти от повседневной суеты и послушать то, что я хочу сказать. У меня есть послание, которое я хочу поместить глубоко в ваше сердце, в центр вашего существования. Слушайте и позвольте моим словам коснуться вашей души. Оставайтесь сосредоточенными, слушайте не только ушами, но и открытым сердцем, потому что послание, которое у меня есть для вас, приблизит вас к цели и наградам, которые я хочу вам даровать. Всего несколько минут вашего времени, и я обещаю, что вы почувствуете покой, который облегчит ваше беспокойство, независимо от сценария. Дитя мое, в этот тихий момент позволь мягкому звуку моих слов заглушить какофонию мира и позволь истине действительно найти отклик внутри тебя. Послушайте, и пусть цель моей воли станет ясной, ибо вам предстоит пройти уникальный и особенный путь, путешествие, наполненное любовью, радостью и многими благословениями. Держи мои слова, и они превратят тебя в процветающего и успешного человека, которым ты должен быть. Перестаньте слушать мир и позвольте плохим мыслям овладеть вашим разумом. Отбросьте все концепции, которые способствуют бедности в вас. Настало время вам понять, что моя воля для вас хороша, приемлема и совершенна. Я хочу благословить каждый элемент вашей жизни.
Независимо от того, как далеко ты заблудился, моя любовь к тебе остается постоянной и непоколебимой. Поэтому позвольте изобилию в вашей жизни течь так, чтобы ваши стремления стали реальностью, ваши инициативы процветали, а ваши усилия были щедро вознаграждены. Я понимаю, что вы будете сталкиваться с проблемами каждый день, но помните, что это возможности для роста и силы. Я дам тебе силы преодолеть любые препятствия и дам тебе непоколебимую веру, чтобы справиться с жизненными штормами. В каждом аспекте своей жизни ты увидишь мою милость и благосклонность. В своей работе вас ждут бесконечные перспективы карьерного роста. В ваших отношениях вас будут окружать верные и преданные своему делу люди, которые поддержат вас. Ваше здоровье возродится, вы наполнитесь жизненной силой и благополучием. Мир воцарится в твоей душе, соединяя тебя с Божественным и позволяя тебе наслаждаться глубокими отношениями со мной. Верь моим обещаниям, дитя мое. Они стойкие и правдивые. Держите их рядом и позвольте им омолодить ваш дух. Не бойтесь принять эти слова. То, что я говорю вам сегодня, правда и правда. Поверьте моим словам всем сердцем, и я покажу вам путь, который я проложил для вас, путь полной надежды, цели и изобилия. Помните, что ничто из того, что мир говорит о вас, не может исключить вас из моей любви. Независимо от того, как далеко вы зашли, моей благодати достаточно, чтобы скрыть ваши недостатки, и моя доброта всегда готова приветствовать вас. Ты не можешь сделать ничего, что могло бы заставить меня разлюбить мою безусловную любовь. Сегодня, мое прекрасное дитя, иди спокойно, зная, что у тебя есть божественная судьба на этом земном шаре. Не стоит недооценивать себя и свою судьбу. Помни, ты мой ребенок, созданный по моему образу и подобию для уникальной и конкретной цели. Если вы когда-нибудь почувствуете усталость или разочарование, запомните эти слова. Провозглашайте их силой и властью над собой, и я дам вам силу и приведу вас к месту благословения и славы, к которому вы призваны. Поверьте мне, несение креста имело цель. Не зря пришлось пережить такое сильное беспокойство. Многие из моих последователей также покинули меня. Они чувствовали себя униженными, но я был сосредоточен на том, какой может стать ваша жизнь. Я знал это с момента сотворения планеты. Я приготовил для тебя наказание, вечный венец и жизнь, наполненную богатством. Все эти благословения ждут вас, но вы должны поверить моему слову, чтобы ваше сознание изменилось должным образом и не было во власти негативных мыслей. Вам нравится сдаваться? Я твоя жизнь. Дайте мне возможность показать вам, как я могу преобразить вас настолько полностью, что люди даже не смогут вас узнать. Там, где есть боль, будет радость. Там, где было отчаяние, появится невероятная воля к жизни. Любите себя и прощайте себя. Я давно простил твои ошибки. Примите мое приглашение начать сегодня заново. Вместе мы достигнем нашей цели. Вот как это будет. Так что продолжайте двигаться вперед, даже когда ветер дует против вас и все выглядит ужасно. Я всегда буду с вами, подбадривая и укрепляя вас, готовый вознаградить ваши усилия и преданность делу. Реализуйте свои стремления и откройте двери, которые кажутся вам прочно закрытыми.
Спасибо, мое милое дитя, что нашел несколько минут, чтобы послушать мои слова. Теперь отправляйтесь на быструю прогулку. Не бойтесь того, что вас ждет, и не бойтесь, ведь я работаю в вашу пользу. Хотя путешествие может показаться трудным, а цель далекой, помните, что моя милость и сила сильнее любого препятствия, с которым вы столкнетесь. Продолжай двигаться вперед, дитя мое. Иди уверенно и решительно, и никогда не забывай, что ты мне дорог и дорог. Спасибо, что не избежал беды, а перенес ее вместе со мной и вышел победителем из плавильного котла. Благодаря этому опыту вы становитесь сильнее. Соединитесь теснее со священными ударами моего сердца и ангельским хором моего Отца. Многие люди верят, что мой ангельский голос умоляет вас отпустить вину и стыд, которые удерживали вас в течение чрезвычайно длительного периода времени. Я прошу вас освободиться от оков ваших забот, от прошлого и теней будущего, которые ждут своего раскрытия. Сейчас настало время, наконец, разорвать обманчивые отношения, созданные противником. Я приглашаю тебя пойти со мной, мое дорогое дитя, полностью наделенное мудростью и мужеством. Я, вечная заря, призываю тебя с начала времен. Обрати свой взор вместе со мной на запад, иди по пути, который я тщательно спланировал для тебя, пути, на который ты потратил немалую сумму денег. Уважайте священную ответственность, которую я возложил на вас как носителя вашей судьбы, и твердо держитесь ее. Возродите страсть, которая привлекла вас впервые. Это блестящие искры удивления и трепета, которые, рождаясь внутри вас, раскрывают внутреннюю любовь, которая побудила вас предложить свою жизнь как чистый холст Создателю безграничных возможностей. В результате принятия этой глубокой связи моя душа может высвободить удивительную и безграничную силу, омолаживающую тело. Несмотря на вашу способность видеть будущее и решимость реализовать свои амбиции, ваш противник постоянно ищет способы одержать верх. Используйте силу, которую я дал вам, чтобы одержать победу над трудностями и служить маяком надежды для других в вашем ближайшем окружении. Будьте осторожны с теми, кто попытается воспользоваться вами посредством мошенничества или эксплуатации. Я буду бороться за людей, которые мне дороги, и в конце концов справедливость и правда восторжествуют. Даже люди, которые кажутся потерянными, могут найти дорогу обратно. Сохраняйте твердую решимость и никогда не отказывайтесь от достижения своих целей. В мире, где любовь не знает границ и время стоит на месте, благо моей любви проявляются в тебе. Будь настороже. Твое присутствие наполняет меня неисчерпаемым чувством гордости и окутывает бесконечным миром и любовью, которыми я обладаю. Я тот, кто создал все, что есть и будет, и за это я обожаю вас и вашу семью больше, чем могут выразить слова. Выкроить время в своем плотном графике для общения со мной – это действительно здорово. Когда вы делаете это, вы приближаетесь к источнику божественной силы и благодати, который уже находится внутри вас. Важно помнить, что я могу дать вам огромную силу, если вы окружите себя моим ангельским присутствием. Благодаря этой небесной энергии типичные стрессы повседневной жизни больше не смогут помешать вам достичь своих целей. Удивительные преимущества, которые это приносит вам, не имеют себе равных ни с чем другим. Важно помнить, что мои гарантии не изменятся, сколько бы неопределенности их не окружало.
в течение дня возможности будут продолжать появляться. Однако, если вы колеблетесь, вы можете дать другим возможность дать вам свои благословения. В какой степени ты ищешь у меня прибежище и желаешь духовного и духовного возрождения? В процессе улучшения вашего духовного видения и понимания вы станете яснее. Ваш дом станет оплотом мира и благополучия. Ваши близкие будут процветать, а ваш стол будет наполнен едой и пропитанием, превосходящими ваши самые смелые мечты. Завтра вам придется встать и максимально использовать свою жизнь, окружив себя счастьем. Ваша вера будет служить устойчивым якорем, пока вы летите по жизни, свободные от бремени страха и украшенные никогда не перестающей появляться улыбкой. На протяжении всего вашего путешествия я буду продолжать обожать вас и советую вам держать дистанцию между собой и теми, кто пытается вас унизить. Убедитесь, что вы действуете в соответствии с моей любовью. Пока есть надежда на будущее, важно, чтобы вы берегли меня и начинали каждый день с похвалы как вашего постоянного спутника. Поклонение, которое вы совершаете, послужит вашей семье. Мое вечное присутствие распространится по твоей душе и укоренится в твоем сердце. С того момента, как вы ступите на эту святую землю, напряжение времени и напряжение этого мира начнут исчезать и исчезать. В эти минуты одинокого благоговения мы объединены святой любовью и преданностью. Здесь ваша душа имеет потенциал открыть двери к высотам, превосходящим ваше воображение, и где ваша душа сможет открыть для себя истинную свободу. Представьте себе на мгновение мир, в котором цепи жалости к себе, темное облако отчаяния и отвратительное лицо неудачи исчезают, как мимолетная тень, как жуткий туман, витающий перед заходящим солнцем. Искреннее восхищение – это сила, с которой невозможно сравниться. Эта сила настолько мощная, что заставляет отступить даже самую темную тьму. В мире все меркнет по сравнению с этим. Поклонение, которое вы совершаете и которое является предметом ваших молитв, приближает вас ко мне, чтобы вы могли увидеть красоту моей силы и величия. Несмотря на то, что я люблю тебя больше всего на свете, я хочу, чтобы ты твердо принял эту реальность. Я здесь с вами, укрепляя и укрепляя вас в ответ на отправленные вами молитвы. Благодарность – это драгоценный дар, который я ценю, и я благодарен, что вы просыпаетесь каждый день и верите в мою заботу. Даже когда вы боретесь с неуверенностью, ваша постоянная уверенность выделяет вас. Хотя другие могут подвергать вас издевательствам, из-за того, что вы верите в невидимого Бога, знайте, что я всегда присматриваю за вами и удовлетворяю все ваши конкретные нужды. Вы подниметесь, когда подключитесь к духовному колодцу внутри вас. Верьте в себя, наслаждайтесь жизнью и будьте благодарны. Присущее вашей душе величие должно пронизывать каждый момент, пока вы пребываете в осознании своей божественной генеалогии. Когда вы сделаете это, эти чувства будут пронизывать каждое мгновение. Когда солнце начинает восходить, я решаю твердо стоять рядом с тобой, стремясь еще раз окутать тебя объятиями моей безграничной любви. Помните, что мое присутствие рядом с вами, направляя и защищая вас на протяжении всего вашего путешествия. Это то, о чем вам следует помнить, как только вы просыпаетесь. Вы являетесь получателем множества благ, которые я дарую вам еще до восхода солнца. Несмотря на сложные условия,
которые могут помешать вам получить удовольствие, и я сопровождаю вас в каждом вашем вздохе. Помните о том, что я могу провести вас по извилистым путям жизни, и что вы способны преодолеть любое препятствие, встающее на вашем пути. Позвольте себе окутать себя успокаивающими объятиями моего присутствия, пока я держу своего любимого сына или дочь в безопасности. Поскольку я никогда не оставлю тебя, ты вольна искать у меня убежище в любое время. Я исполню все твои желания благодаря твоей непоколебимой вере в меня. Ваш Бог, ваш Отец и ваш источник пищи – это все, чем я являюсь. Протяните свои пальцы и свое сердце настолько далеко, насколько это возможно, чтобы получить благословения, о которых вы молились. Дай мне разрешение наполнить тебя внутренней радостью и покоем, выходящим за пределы этого мира. Причина, по которой я здесь, исполнить желание вашего сердца, чтобы вы могли испытать истинное и продолжительное счастье. Нет причин бояться, даже если предстоящий путь может быть трудным. Я всегда буду рядом с тобой, пока ты путешествуешь по этому миру. Чтобы укрепить свою веру и укрепить свою душу, погрузитесь в настоящую истину. Продолжая, напоминайте себе, что я здесь, чтобы помочь вам в те трудные времена, когда вы испытываете моменты слабости и когда ваша вера колеблется. Ваш дух укрепится, и вы сможете пройти через все испытания благодаря моему присутствию, которое дает вам силы. Я знаю, что вы испытываете чувство изоляции, но я буду продолжать оказывать вам сильную поддержку. Убедитесь, что у вас есть вера, и я всегда буду на твоей стороне. Во время кризиса я могу дать вам направление, помочь или даже держать вас на руках. Для меня больше неприемлемо отвергать вашу заботу, доброту и время, которое вы проводили со мной раньше. Несмотря на все, что с тобой произошло, моя любовь к тебе ничуть не изменилась. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, больше не будут для вас источником стресса. Даже если чудо кажется далеким, ты полностью поверишь в меня и подчинишься воле, которую я создал на небесах. Вполне возможно, что некоторые из ваших действий в прошлом были связаны с причинением вреда, унижения и ранения других людей, и эти действия способствовали расколу между нами. Они пытались проклясть вас, сделали ставку на вашу смерть и были опасно близки к тому, чтобы лишить вас благословений, которые вам положены. В свою очередь, я пришел к вам со знанием, благодатью, состраданием, прощением и добротой, как и в наших предыдущих взаимодействиях. Ты был спасен мной из глубины безысходности. Решите любую неуверенность, которая может у вас возникнуть, и будьте стойкими в своих убеждениях. Поднимите свой голос и дайте твердую клятву, что вы будете непоколебимо верить в меня, независимо от проблем, с которыми вы столкнетесь со временем. Победа постоянна. Моя безмерная любовь к тебе не может измениться, даже если ты находишься в состоянии интенсивной молитвы. Вы просили меня творить чудеса, и я их сделаю. Соединитесь теснее со священными ударами моего сердца и ангельским хором моего Отца. Многие люди верят, что мой ангельский голос умоляет вас отпустить вину и стыд, которые удерживали вас в течение чрезвычайно длительного периода времени. Я прошу вас освободиться от оков ваших забот, от прошлого и теней будущего, которые ждут своего раскрытия. Сейчас настало время, наконец, разорвать обманчивые отношения, созданные противником. Я приглашаю тебя пойти со мной, мое дорогое дитя,
полностью наделенное мудростью и мужеством. Я, Вечная Заря, призываю тебя с начала времен. Обрати свой взор вместе со мной на запад, иди по пути, который я тщательно спланировал для тебя, пути, на который ты потратил немалую сумму денег. Уважайте священную ответственность, которую я возложил на вас как носителя вашей судьбы, и твердо держитесь ее. Возродите страсть, которая привлекла вас впервые. Это блестящие искры удивления и трепета, которые, рождаясь внутри вас, раскрывают внутреннюю любовь, которая побудила вас предложить свою жизнь как чистый холст Создателю безграничных возможностей. В результате принятия этой глубокой связи моя душа может высвободить удивительную и безграничную силу, обновляющую тело. Несмотря на вашу способность видеть будущее и решимость реализовать свои амбиции, ваш противник постоянно ищет способы одержать верх. Используйте силу, которую я дал вам, чтобы одержать победу над трудностями и служить маяком надежды для других в вашем ближайшем окружении. Будьте осторожны с теми, кто попытается воспользоваться вами путем мошенничества или эксплуатации. Я буду бороться за людей, которые мне дороги, и в конце концов справедливость и правда восторжествуют. Даже люди, которые кажутся потерянными, могут найти дорогу обратно. Сохраняйте твердую решимость и никогда не отказывайтесь от достижения своих целей. В мире, где любовь не знает границ и время стоит на месте, благо моей любви проявляются в тебе. Будь настороже. Твое присутствие наполняет меня неисчерпаемым чувством гордости и окутывает бесконечным миром и любовью, которыми я обладаю. Я тот, кто создал все, что есть и будет, и за это я обожаю вас и вашу семью больше, чем могут выразить слова. Выкроить время в своем плотном графике для общения со мной – это действительно здорово. Когда вы делаете это, вы приближаетесь к источнику божественной силы и благодати, который уже находится внутри вас. Важно помнить, что я могу дать вам огромную силу, если вы окружите себя моим ангельским присутствием. Благодаря этой небесной энергии типичные стрессы повседневной жизни больше не смогут помешать вам достичь своих целей. Удивительные преимущества, которые это приносит вам, не имеют себе равных ни с чем другим. Важно помнить, что мои гарантии не изменятся, сколько бы неопределенности их не окружало. В течение дня возможности будут продолжать появляться. Однако, если вы колеблетесь, вы можете дать другим возможность дать вам свои благословения. В какой степени ты ищешь у меня прибежище и желаешь духовного возрождения? В процессе улучшения вашего духовного видения и понимания вы станете яснее. Ваш дом станет оплотом мира и благополучия. Ваши близкие будут процветать, а ваш стол будет наполнен едой и пропитанием, превосходящими ваши самые смелые мечты. Завтра вам придется встать и максимально использовать свою жизнь, окружив себя счастьем. Ваша вера будет служить устойчивым якорем, пока вы парите по жизни, не обремененные страхом и украшенные никогда не перестающей появляться улыбкой. На протяжении всего вашего путешествия я буду продолжать обожать вас и советую вам держать дистанцию между собой и теми, кто пытается вас унизить. Убедитесь, что вы действуете в соответствии с моей любовью. Пока есть надежда на будущее, важно, чтобы вы берегли меня и начинали каждый день с похвалы как вашего постоянного спутника. Поклонение, которое вы совершаете, послужит вашей семье.
Мое вечное присутствие распространится по твоей душе и укоренится в твоем сердце. С того момента, как вы ступите на эту святую землю, напряжение времени и напряжение этого мира начнут исчезать и исчезать. В эти минуты одинокого благоговения мы объединены святой любовью и преданностью. Здесь ваша душа имеет потенциал открыть двери к высотам, превосходящим ваше воображение, и где ваша душа сможет открыть для себя истинную свободу. Представьте себе на мгновение мир, в котором цепи жалости к себе, темное облако отчаяния и отвратительное лицо неудачи исчезают, как мимолетная тень, как жуткий туман, витающий перед заходящим солнцем. Искреннее восхищение – это сила, с которой невозможно сравниться. Эта сила настолько мощная, что заставляет отступить даже самую темную тьму. В мире все меркнет по сравнению с этим. Поклонение, которое вы совершаете и которое является предметом ваших молитв, приближает вас ко мне, чтобы вы могли увидеть красоту моей силы и величия. Несмотря на то, что я люблю тебя больше всего на свете, я хочу, чтобы ты твердо принял эту реальность. Я здесь с вами, укрепляя и укрепляя вас в ответ на отправленные вами молитвы. Благодарность – это драгоценный дар, который я ценю, и я благодарен, что вы просыпаетесь каждый день и верите в мою заботу. Даже когда вы боретесь с неуверенностью, ваша постоянная уверенность выделяет вас. Хотя другие могут подвергать вас издевательствам, из-за того, что вы верите в невидимого Бога, знайте, что я всегда присматриваю за вами и удовлетворяю все ваши конкретные нужды. Вы подниметесь, когда подключитесь к духовному колодцу внутри вас. Верьте в себя, наслаждайтесь жизнью и будьте благодарны. Присущее вашей душе величие должно пронизывать каждый момент, пока вы пребываете в осознании своей божественной генеалогии. Когда вы сделаете это, эти чувства будут пронизывать каждое мгновение. Когда солнце начинает восходить, я решаю твердо стоять рядом с тобой, стремясь еще раз окутать тебя объятиями моей безграничной любви. Помните, что мое присутствие рядом с вами, направляя и защищая вас на протяжении всего вашего путешествия. Это то, о чем вам следует помнить, как только вы просыпаетесь. Вы являетесь получателем множества благ, которые я дарую вам еще до восхода солнца. Несмотря на сложные условия, которые могут помешать вам получить удовольствие, я сопровождаю вас в каждом вашем вздохе. Помните о том, что я могу провести вас по извилистым путям жизни и что вы способны преодолеть любое препятствие, встающее на вашем пути. Позвольте себе окутать себя успокаивающими объятиями моего присутствия, пока я держу своего любимого сына или дочь в безопасности. Поскольку я никогда не оставлю тебя, ты вольна искать у меня убежище в любое время. Я исполню все твои желания благодаря твоей непоколебимой вере в меня. Ваш Бог, ваш Отец и ваш источник пищи – это все, чем я являюсь. Протяните свои пальцы и свое сердце настолько далеко, насколько это возможно, чтобы получить благословения, о которых вы молились. Дай мне разрешение наполнить тебя внутренней радостью и покоем, выходящим за пределы этого мира. Причина, по которой я здесь, исполнить желание вашего сердца, чтобы вы могли испытать истинное и продолжительное счастье. Нет причин бояться, даже если предстоящий путь может быть трудным. Я всегда буду рядом с тобой, пока ты путешествуешь по этому миру. Чудо заключается в слезах и молитвах, которые ты мне подарил.
Изучив будущее, я вижу путь вперед. Я здесь с вами, поддерживаю вас в любых трудностях и даю вам силы выстоять. Доверьтесь моему руководству и знайте, что я помогу вам преодолеть все препятствия. Я очень тщательно прокладываю путь, снимаю любые ограничения, которые могут помешать вашему прогрессу, и тщательно организую каждый аспект вашего путешествия таким образом, чтобы оно плавно перетекло в долгожданные открытия. Вы испытаете духовное возрождение, которое будет характеризоваться беспрецедентным излиянием моего Святого Духа. Будьте готовы к этому пробуждению. Почувствуйте волнующую энергию наступления нового времени года, которое находится в гармонии с небесами и готово взорваться славным проявлением божественной воли. В это критическое время, мои возлюбленные, не игнорируйте желания своего сердца. Это мощные силы, которые толкают вас вперед, умоляя следовать по стопам моего Сына. Пожалуйста, приведите свою душу в гармонию с моей. Примите нашу прочную связь и твердо отвергните неопределенность, поскольку ей нет места на вашем пути. Те, кто пережил бесконечную боль, радуются этому дню. Долгожданная новая глава вот-вот откроется, и, наконец, пришло время это сделать. Вы начинаете чувствовать облегчение от бремени незаслуженных страданий, но это не значит, что яркий свет, для которого вы были рождены, уменьшится. По мере приближения нового сезона вашей жизни, наполненного призами, знайте, что я тщательно изложил свои планы на вас. Они произойдут, пока вы продолжите проявлять настойчивость и последовательность. Я призываю вас следовать моему примеру, доверять моему руководству и знать, что ваша настойчивость и вера будут щедро вознаграждены. Вы направитесь к жизни, наполненной миром и процветанием. Ваша жизнь будет наполнена счастьем и благословениями от меня. Пожалуйста, знайте, что я – ваше убежище и что моя милость всегда доступна вам. На благо, которое я создал для вас и будущих поколений, не повлияет никакая форма давления, которая может быть оказана извне. Поэтому в этот знаменательный момент я умоляю вас, мои возлюбленные, избегать искушения сдаться, противостоять искушению бесцельно искать, стоять твердо и как можно дольше сохранять свой дух сильным и бесстрашным. Через тебя я могу творить чудеса, потому что я могу творить их даже в твоих трудных обстоятельствах. Я могу нарисовать картину моей безграничной любви к тебе и обещаю всегда делать для тебя все возможное, чтобы ты смог достичь своих амбиций и прожить жизнь, наполненную радостью. Изо всех сил, любовь моя, держись моих заверений и обещаний. Утеши меня тем, что я буду продолжать быть рядом с тобой, пока не узнаю правду обо всем, что обещал. Если тебе когда-нибудь станет плохо, ты всегда сможешь найти во мне утешение, даже в самых трудных обстоятельствах. Пусть утешение, исходящее от моей вечной любви, окружает тебя. Меня переполняет чувство любви, и мне хочется обнять тебя каждый раз, когда я смотрю на тебя. Вы будете поражены созданными мной дизайнами, от которых действительно захватывает дух. Если вы поверите в меня, вы увидите, как свет вспыхнет во тьме и возродится надежда. У меня есть чудесные планы на тебя, и если ты продолжишь верить в меня, ты сможешь увидеть, как сияющая красота твоего будущего развернется перед твоими глазами. Обними меня и расслабься внутри. Смело преодолевайте препятствия и станьте еще сильнее, чем раньше. Я буду рядом с вами на каждом этапе вашего путешествия.
Поверьте в то, что моя безграничная любовь к вам принесет вам успех и удовлетворение в каждом проекте, который вы возьмете на себя. Каждая молитва, которую вы произносите, и каждая слеза, которую вы проливаете, услышаны и увидены. Вы никогда не должны колебаться верить в меня, какой бы бурной ни была вода. Крайне важно, чтобы вы не позволяли ничему мешать вашему прогрессу. Верьте в то, что я вам демонстрирую, и вместе мы сможем преодолеть любое препятствие, с которым столкнемся. К вам тянутся все, и у меня есть возможность вывести вас на беспрецедентный уровень успеха и процветания, поставив вас в авангарде своей отрасли. То, через что вы проходите, не является совпадением, скорее, это прямой результат вашей преданности урокам, которые я преподал. Я знаю, что бывали времена, когда вам было трудно выполнять мои обязательства, когда вы испытывали чувство дезориентации и растерянности. Однако я также осознаю, что ваша судьба будет сиять ярче, чем все, что было до нее. Вы почувствуете значительное улучшение своего положения, подобно тому, как солнце взойдет после самой темной ночи. Ваши усилия помочь менее удачливым будут замечены. Пожалуйста, знай, что твои поступки самоотверженности не остались незамеченными, мое дорогое дитя. Доверьтесь способности своего сердца перекачивать кровь и доверьтесь силе, которая заключена внутри вас. Не сомневаюсь, что вы выйдете победителем. Приготовьтесь встретиться с миром с верой, обняв меня и позволив моей любви поглотить вас. Ваш путь – это демонстрация вашей силы, а будущее несет в себе свет, превосходящий ваше самое смелое воображение. Я верю в тебя, и вместе мы сделаем много замечательных вещей. Верьте, что вы добьетесь успеха в достижении своих целей и амбиций, какими бы сложными ни были дела. Когда бы я ни был рядом с вами, направляя вас на каждом этапе пути, ничто не может встать на вашем пути. С того момента, как ты родился, тебя осыпало бесконечное количество моих благословений. Я способен не только собрать ваше мирское богатство, но и подарить вам множество лет, наполненных радостью. Количество усилий, которые вы вкладываете в помощь другим людям, особенно угнетенным, вернется вам в 10-кратном размере. Крайне важно, чтобы ты не упускал из виду тот факт, что твое будущее таит в себе множество возможностей и способностей, моя дорогая. Чтобы добиться реальных перемен, вы должны осознать ценность своих действий и поверить в руководство, которое я вам дал. Не заблуждайтесь, я восстанавливаю ваш дух, вновь разжигаю вашу страсть к жизни и пробуждаю ваше волнение. Ввиду того, что все духовные дары и блага по праву принадлежат вам, я возвращаю вам то, что силы зла забрали с этой земли. Просыпаясь утром, держите это событие в центре внимания и скажите себе, что думаете обо мне. Из-за моего желания принести жертву в обмен на твое прощение я пошел по пути, который привел к большим страданиям и жестокости. Даже в самые трудные времена есть возможность освобождения, выздоровления и искупления. Пожалуйста, знай, что я на твоей стороне. Мы будем продолжать вместе в этом стремлении. Важно, чтобы вы взяли на себя обязательство следовать выбранному курсу и чувствовали себя комфортно, зная, что я с вами, направляю и защищаю вас на каждом этапе пути.